Достань вниз. Еще. Не туда. Еще раз зажми. Да. Вот тут нажми. Ишка, сейчас омеет. Мишка, не шуми. Все? Да. Так, друзья, добрый вечер. По-моему, смотрят 5, говорит мой компьютер. Добрый вечер вам. Так, мы в эфире с кашляющей Аишкой. Ничего, пусть шумит. Вот пишет. Пока ничего у меня на компьютере. У меня тоже. Так, Арсен Айрапетян, Лейла Марш Йорика. Ой, Марш. Добрый вечер. Добро пожаловать. Иди, выключи. Выключи то, что я тебя просила выключить. Так, Марьена Зоева светит. Хел светит. Юлия Россия, добрый вечер. Я на вас видела, конечно, добрый вечер, Юлия. Так, Аишка, потише. Да, друзья, сегодня будет немножко шумно, конечно, потому что тут моя внучка со своей новой игрушкой играется. Светлана Кичигина, добрый вечер, Украина смотрит. Спасибо, Светлана, большое. Так, друзья, я действительно сегодня решила сделать прямой эфир, потому что у меня новые подписчики. Не знаю, зайдут ли сегодня на эфир мой. Хочу, чтобы они немножко поближе меня узнали. Так, МК, по-моему, да? МК. Лейла Сердик, Хел Сердик. Так, Мадлен Аздоева, покажите кошку, какая порода. Где наши кошки? Ой, я сейчас точно не смогу ответить. Сейчас, если в стрим войдет моя дочь, она скажет, какая там у них порода. Как у вас, у всех, кто со мной сейчас в сети, дела, как настроение? Что-то с первых моментов и дизлайки я заработала сегодня. Тамара Дакаева, Лейла, я очень жду эфир с твоей мамой, очень интересный человек. Алина Лапцева, Сердик Хелло, Кряхл, спасибо тебе, Алина. Так, Тамара, маме не здоровится, если честно, она даже на кухне обедать не заходит, приходится ей в свою комнату нести. Неважно, эти 2-3 дня себя чувствует. Так, Алина Лапцева, Лейла, ты прекрасна, спасибо, Алина. Светлана Кичигина, вы очень приятный человек, я от канала Розы. Ой, спасибо большое, Светлана. Так, Лина, ассаламу алейкум, Лейлуш, валейкум ассалам. Арсен Айрапетян, а что такое Гледи Калшнер на сне? Ингушские артисты говорят после выступления. Не знаю, если честно. Так, Тамара Дакаева, Дамаш, Волсенберг, спасибо большое. Горянка Чечни, всем в чате, ассаламу алейкум, здравствуйте, Лейла. Так, ну за всех отвечу тоже, наверное, алейкум ассалам, добрый вечер, Маха. Дурка, привет всем, добрый вечер, Лейла. Вот пришла, как обещала. Ну, спасибо, Саечка. Так, Алина Лаптева, Далмаш, Улдой Мани, Диаресхо, спасибо. Вера Абилова, добрый вечер. Добрый вечер, Вера. Так, Тамара Дакаева, передай ей, что я жду. Хорошо.
Дурка, привет всем. Только опоздала немного, у меня интернет тормозил сильно. Ничего, немного. Мы только 4 минуты в эфире. Так, Наталья Полякова, мне 50, я с подругами в кафе. Ух ты, Наталья, поздравляю вас. Желаю вам самое главное здоровья, счастья, любви, чтобы вы были всегда молодой. И сколько бы вы еще не прожили, чтобы вы прожили здоровые. Не буду желать там прям много-много лет. Сколько вот нам суждено, лишь бы мы были здоровы, счастливы и в мире. Ну и сколько проживете, конечно. Все, чтобы это было, да, долгих лет, но здоровья. Анна Шлеева. Добрый вечер из Балакова. Здоровья вам и вашим близким. Добрый вечер, Анна. Спасибо большое. Вам тоже. И вашим близким тоже здоровья. Алексей Махненко. Добрый вечер вам из Москвы. Добрый вечер, Алексей, если только не по другим никам женщина. Так что извините. Алина Лаптева. Так, кто-то поставил дизлайк. Да, сегодня что-то рано мне поставили дизлайк, не знаю. Тамара Дакаева. В кафе это где ж такое? Нету разве ограничений? Так, в эфире он, видно его? Нет. Так, вот одна наша принцесса. Не любит, чтобы ее, конечно, брали на руки, хоть очень не хотелось. Что за порода, ты помнишь ее? Нет. Я не помню. Танзила называла, но я не помню ее породу. Так, Светлана Кичигина. Друзья, ставьте лайки, вам не трудно или приятно. Спасибо большое. Светлана Ханифа Цичеева, Лейла Седихалха, добрый вечер. Алина Лаптева, обожаю этого котика. Так, второй пошел, да. Вот Каспер, второй пошел. Но они все такие, знаете, никак не могу их приучить. Они не сидят на месте. Так, вот сейчас мне тут начудит. Забирай. Алексей Махненко, как принцесса подросла, да. Так. Лучик света. Всем привет из Казахстана. Добрый вечер. Тамара Дакаева. Алина, больные на голову люди могут попутать лайк с дизлайком. Да ничего не мешает. Он уже второй дизлайк пошел, так что сегодня никому что-то не понравилось. Многим, вернее, не понравился мой стрим уже. Надежда Дармайер. Привет всем из Новокузнецка. У нас нет ограничений. У нас тоже нет ограничений, между прочим. Мы можем в любое кафе пойти и поесть. Алина Лаптева. Белый мне больше нравится. Да, мне тоже он нравится больше, а маленький Каспер нравится Ибрагиму. Так, МК, по-моему, да, если я неправильно читаю, извините. Маша Хотханан Диалриасхол, спасибо большое. Так, Юлия Россия и Моська в студию. Так, Моська, по-моему, в кухне где-то. Дурка, привет всем. Эх, принцесса такая, принцесса все-таки. Да, не говори, она оправдывает свое название. Никогда не любит, чтобы ее трогали. Итак, вот своенравная кошка. Так, Мадлена Здоева, второй лучший котик. Вот видите, Мадлен нравится второй, как и Еврашки. Аргун, добрый вечер, Лела. Добрый вечер. Ой, хорошо, что Аргун. Мне надо сегодня для аргунских небольшое задание дать. Может, помогут мне. Так, Ибрагим Мендиев здоровается всеми. Всем доброго времени суток. Арсен Айрапетян, скажите, пожалуйста, муж не может видеть и общаться только тещу или свекра и тещу по ингушским традициям? Да, по ингушским традициям и тещу, и тестя не видят зятья. Алина Лаптева, люди, оформляйте спонсорство платежителей ЛО. Алина, спасибо тебе. Лариса, привет из Ростова-на-Дону. Добрый вечер, Лариса. Тамара Дакаева, Ибрахим, и тебе добрый вечер. Светлана Кичигина, добрый вечер, Ибрагим. Покажитесь в кадре. Ну, у нас Ибрагим так очень редко появляется в кадре, и то бывает недоволен. Дурка, привет всем. Дизлайки явно поставили те, у кого вся жизнь дизлайки. Ничего, Сая, они не мешают нам, пускай ставят. Ася Кузьмина, мира и добра вам, Лейла, вашим родным тоже. Собираюсь на службу ночью в храм, но не удержалась, зашла к вам. Да, сегодня говорят же, по-моему, сочельник называется праздник. Я поздравляю всех христиан с вашим праздником. Желаю вам здоровья, мира и добра. Я не знаю, как вас поздравлять, но как я смогла, я так поздравила вас. Сегодня точно не погружусь. Мама знает почему. Ну да, он сегодня даже у меня в магазин не ходил. Так, лучик света. Арсен, ты все в поисках жены? Так, Муслим Белхароев, по-моему, салам из Страсбурга. Валейкум ассалам.
Так, Саурн, да? Саурна. Далмашл гол, Ханан Диаресху. Так, спасибо большое. Нет, сегодня даже не просить его не покажется. Ташина семейка, здравствуйте, Лила, добрый вечер. По-моему, у тебя был эфир, извини, я была в магазине с внучкой, с дочкой, не смогла посмотреть. Закончился у тебя, что ли? Я тоже очень рада, Наташа. Здравствуйте, добрый вечер вам, Наташа. Стрим закончился ваш, да? К сожалению, не смогла сегодня вас поддержать, вы меня извините. Так, Арсен Арапетян, лучик света Маш Юарель, конечно, в поиске искать интереснее, чем жениться. Да уж. Мадлен Аздоева, самая необычная страна, откуда вас смотрят. Ой, не знаю, самая необычная. Так, Ташина семейка, да, у меня закончился. Из необычной страны, в принципе, меня никто и не смотрит. Из-за границы смотрят, из Греции даже. Но для меня Греция более так необычная. Никого из знакомых в Греции не было. Так, Ася Кузьмина, да, Сочельник, спасибо за поздравление. Так, Светлана Кичигин, друзья, кто из какой страны, напишите. Я с Украины. Да, будет интересно, напишите, кто из какой другой страны. Лучик света, выходила, поставила лайк и вернулась. Спасибо. Так, я из Казахстана, лучик света. Мадлена Злоева тоже из Казахстана. Казахстанский у вас, по-моему, уже поздновато, да? У нас 2 или 3 часа разница. Ася Кузьмина, я живу в Твери. Вера Абилова, я из Казахстана, город Актабе. Казахстанских много. Ибрагим, убери кота. Вернее, кота это слишком громко сказано. Каспера своего. Царапается, шумит. Так, Вера Абилова, я из Казахстана, это я прочитала. Тамара Дакаева, Барсуки. Муслим Белхароев, я из Франции. Вера Абилова, мы вас любим. Спасибо большое. Я вас тоже всех хоть и не видела вас, но заочно люблю. Так, Сиари Амаутова, по-моему, да? Крым с вами. Салам алейкум, валейкум ассалам. Ирина Хагурова, Туапсе, Краснодарского края. Очень приятно. Наталья Исальченко, Украина, Черниговская область. Очень приятно. Так, лучик где-то 23 часа ночи уже. Да, я знаю, что в Казахстане разница большая у нас. Юлия Россия, я живу в Москве. Так, Алена Алакаева, добрый вечер. Привет с Краснодарского края. Вы нас соблазняете вкусняшками. Завтра буду пироги печь, хинкал готовить. Будем гостей встречать. Ну, на здоровье. Я надеюсь, гости будут рады и оценят ваш труд. Турка, привет всем. Я тут просилась, снохи клеили. Думала, самое странное, что произошло за все время канала, а оказывается, тут еще и невест ищут. Не удивляюсь, что после этого эфира будет пара какая-нибудь. Да, Саечка. Надежда Нуштаева, добрая, я из Хакасии. Ух ты. Тамара, между прочим, Сая, откуда ты? Из Тувы, по-моему, тоже. Тамара такая, мы тебя тоже любим, Лейла, и Аишку тоже. Так, Дурка, привет всем. Надежда Нуштаева, привет из братской Тувы. Ну да, Дурка, привет, Тува. Значит, мы вместе там где-то рядом, Хакасия и Тува. Ася Кузьмина, Лейла, расскажите нам, вам Ибрагим помогает ролики снимать и монтировать? Вы очень смелая и открытая про себя рассказать. Но мне просто нечего скрывать про себя, я и рассказываю. Конечно, не то, что помогает, он это делает все, я только снимаю. Все остальное делает Ибрагим. И вот когда его месяц не было дома, для меня это было жуткое, я даже не могу сказать, не могла справиться с этим. У меня нет терпения куда-то лезть, все это смотреть, учиться. Так что Ибрагим делает все, что мне надо, и очень многим девочкам помогает, блогершам, которые не разбираются, которые новенькие. Так, лучик света, Ибрагим, директор канала, да. Гулуся Салахуддинова, добрый вечер из Казани. Угу. Татарстан. Тамара Дакаева, Ибрагим, умничка, машаллах. Вот из Греции, да? Где-то я пропустила. А вот,
София Мавропула, добрый вечер, я с Греции, бок о бок, поэтому ничего удивительного. А, нет, я прочитала вместе что-то. Но в данный момент живу в Германии. Ага. Юрка, привет всем. Тува и Хакасия прямо бок боком, поэтому ничего удивительного. Да, я знаю, что они про рядом. Воля Поп, да? Добрый вечер, Лела и вся ваша семья. Я временно в Молдове, а вообще россиянка. Успеху и добра. Привет Ибрагиму и наш респект ему. Спасибо большое. Так, Ася Кузьмина, точно, а Лейла ведущая. Так, Ленка Бокова. Добрый вечер, Лейла, и все, кто в чате. Всем хорошего вечера. Не забываем ставить лайки и писать комментарии. Спасибо большое, Ленка, огромное спасибо. Я действительно сама не знала, что лайки и комментарии очень много играют большую роль у блогера. Оказывается, да, чем больше комментариев и чем больше лайков, это лучше блогеру. И если больше комментариев пишут, то YouTube продвигает канал, и подписчиков появляется больше, ну и, в принципе, и заработок мой увеличивается. Так, Муслим Белхорой, Ибрагим, приезжай к нам, но только с женой. Ой, Ибрагиму до жены еще далеко. Тамара Дакаева, Ленка, и тебе добрый вечер. В гостях у Сони, всем в чате доброго вечера. Москва. Угу. Там, так, в гостях у Сони моя сноха. Если кто еще не заходил к ней на канал, зайдите к ней на канал. Она готовит вкусно. Так и называется канал «В гостях у Сони». Так, Мадлена Сдоева, какая обстановка с коронавирусом в Ингушетии? Вы знаете, все-таки коронавирус в Ингушетии, по-моему, второй более ожесточен даже, чем первый. Много заболевших, и причем заболевших серьезно. Есть, конечно, и умирают люди со смертным, ну, как сказать, и умирают, да, люди много. Ну, не сказать прям, что такой вот кошмар, но есть. Есть. Даже вот у нас моей сестры Заловка в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Так что, если что, давайте за нее сделаем. А так, по-моему, сейчас все переболели, прям на ногах переносят. Так, Ивановы, переездный. Добрый вечер, Лила. Добрый вечер, Роза. Большое вам спасибо. Ко мне с вашего канала переходят люди. Я вам благодарна. Большое вам спасибо. Процветания вашему каналу. Арсен Эрепетян, Лила, вы живете в Магасе или в Назране? Я живу в селе, не в Назране, не в Магасе, в Кантышево, ну, рядом с Назранью. В принципе, недалеко, уже дальше и Магаз. Лучик света. Всем желаю здоровья, это самое главное, да. Юлия Россия, а я честно смотрю Соню, но, увы, не подписана еще. Фатима Шакриева, привет, моя дорогая. Фатима, привет, Светик, ха-ха. Так, Ивановы, процветание вашему каналу, он интересный. Спасибо большое, Роза. Так, между прочим, если Соня меня еще смотрит, то Соня и Ивановы жили в одном месте. У меня брат со снохой тоже из Норильска, жили в Норильске, но сейчас живут в Москве уже давно. И из Норильска Роза тоже. Так, Арсен Репетян, пусть Аллах исцелит вашу родственницу. Аминь. Будем надеяться. Роза, мне тоже очень понравился ваш канал, поэтому понемножечку смотрю. Правда, комментарии еще не писала. Ася Кузьмина, с вами, правда, приятно очень вступать в диалог. Когда вы готовитесь и с нами разговариваете, мы тоже с вами беседуем. У Сони очень хороший канал, правда, подписалась, и подписалась, и очень нравится. Так, Иванова, пойду гляну на земляков и подпишусь. Ну, посмотрите. Нет, действительно, Соня и по жизни готовит вкусно, если честно, действительно. Вот, тоже респект ей от меня, готовит вкусно. И главное, каждое ее блюдо с какой-то изюминкой. Вроде бы обычное блюдо, но она все равно какую-то изюминку добавит. Мадлена Сдоева, видео, где готовите салаты, просто шикарное. Так, Кати, здравствуйте, привет из Ташкента. Ага, Узбекистан. Татьяна Шарина, доброго времени суток, всем привет из Ставрополя. Всех христиан с рождественскими праздниками, всем здоровья и Божьей благодати. Спасибо большое, Татьяна.
Ася Кузьмина, дай Бог здоровья вашей родственнице, пусть поправится. Спасибо. Так, в гостях у Сони. Наречанам отдельно привет. Я лично ностальгирую. Ну вот сейчас будете смотреть друг друга. Светлана Кичигина. Роза, добрый вечер. Только посмотрела ваше видео про пиццу и клейли. Спасибо, Светлана. Наталья Симонова. Добрый вечер, Лейла. Огромный привет с Греции. Очень приятно вас смотреть. Спасибо большое. Ася Кузьмина. Роза, здесь как здорово. Юрка, привет всем. У Сони все красиво и очень вкусно. Рай для перфекциониста. Так, Мадлена Аздоева. Какие советские фильмы вам нравятся? Советские фильмы. Вы знаете, мне в какое-то время очень нравился фильм «А зори здесь тихие». Потому что я еще любила. Так, Валентина Сирина. Добрый вечер, Лела и всем, кто в чате. Добрый вечер, Валентина. Как вы? Как ваше здоровье? Потом, какой мне фильм нравился еще? Сейчас я не вспомню сразу быстро. Скажете, нравится, но не вспоминается. Место встречи изменить нельзя. Очень любила его смотреть. Что еще? Любовь и голуби мне нравится. Потом, в принципе, они все были такие, что можно было бы смотреть. Так, все, затишье. Так, Ивановы. Светлана, добрый вечер, рада вас тут видеть. Вчера еще несколько роликов посмотрела «Роза вашей мамы». Так, а кто помнит фильм «Фатима»? Ой, я что-то не помню фильм «Фатима». Так, Лела еще, наверное, «Ханума». Да, смотрела я и «Ханума», да, спектакль. Узбекский фильм. Вот «Фатиму» я не смотрела, если честно. Виктория Гузека. Здравствуйте, как мама себя чувствует? Дай Аллах здоровья. Спасибо. Виктория моя такая преданная подписчица. Спасибо большое, Виктория. Постоянно пишет мне комментарии. Причем, конечно, приятные. Знаете, что-то мама эти дни хандрит. Не знаю, что с ней. Аппетит у нее пропал. Но сегодня купила витаминов. И сегодня опять было давление. Недавно дала таблетку. Виктория Гузенко. Так, это я прочитала. Валентина Севелила. Не вы рекламировали канал Ольги Уралочки? Эта женщина с Урала живет с Сафаром. Да, я рекламировала. Ивановы. Мое мусульманское имя Фатима. Ух ты. Хорошо. Так. Ася Кузьмина. У кого-то из блогеров в комментариях читала, что вы любите читать, когда вы успеваете. Дурка, привет всем. А узбекский фильм «Фатима» и «Зухра» смотрели? Нет, не смотрела. Может быть, смотрела, просто я не помню. Я читать сейчас, если честно, не успеваю, но раньше читала много. Сейчас я давно книг не читаю. Признаюсь вам честно. В течение этого года вообще не читаю. Али Арсханов, добрый вечер. Лила, добрый вечер, Али. Так. Что читали? Да много чего читала. В основном, конечно, когда была молодой, читала романы. А так, очень люблю читать детективы. Так, Али Арсханов, как здоровье мамы? Спасибо, алхамдулилlah. Ну так, скажем, нормально. Юлия Расилила. А маме понравилась рыбка на пару, которую вы готовили? Вы знаете, она очень... Поела только одну рыбку. Она, в принципе, ничего не хочет есть. Говорит, что ее тошнит все время. Не знаю, что это с ней случилось. Если несколько дней так и будет, придется к врачу ее повезти. Ничего не хочет есть. Отказалась от молочной каши, не ест ничего молочного. Не знаю.
Фатима и Зухра отличный фильм. Но надо будет посмотреть раз. Или я не помню просто, может быть. Надо посмотреть. Так, Дурка, привет. Всем тишина, время от времени, вопросы, значит, придумывает. Да, ну давайте, придумывайте. Сегодня Эйшки прислал, ну, дядя, получается, да, мой сын, дядя, игрушку, которую она так хотела. Дурка, привет всем. Ох, тошнота, это плохо, может отравление или еще что, помню, отравилась на сладко, тошнило с самого утра. Еще так, Арсен Айрапетян, есть еще советский кавказский фильм, где бедный парень богатую девушку крадет, забыл, как называется. Не знаю. Блог мусульманки. Светик Хелха, дорогая, добрый вечер всем, добрый вечер. Валентина Сирина, очень жаль, ей пришлось открыть новый канал, так как YouTube не сделал монетизацию, где было 1770 подписчиков, а просмотров много. Они открыли заново. Да, я слежу за ней, да, ну ничего, она наберет еще раз. Такие вот неприятности в YouTube я часто слышала, что есть. Ну такая, как бы сказать, позитивная женщина. Бедная, она даже плакала, расстроилась. Наверное, и я бы плакала так же, как и она. Конечно, очень трудно набирать подписчиков. И уже когда дошло до монетизации, уже когда подписчики набрали, конечно, потерять это все сложновато. Нет, у мамы не отравление, у нее просто, скорее всего, скачет давление, и поэтому ее подташнивает. Насколько это все начать с нуля и все двигаться вперед, я знаю, сложно очень. Так, Дурка, привет всем. Арсен Арапетян. А там парень холопом был, и отец девушки богатый. Вы знаете, у меня просто в действительности после операции память никуда, я не могу вспомнить. Я даже некоторых людей, которых вроде бы знала, не вспомню, пока вот не увижу, если мне там скажут имя, фамилию, не помню. А так увижу, уже знаю, что вот это там из бывшего одного села или из другого села, где я жила. Но только так. Действительно, с памятью что-то страшное мое происходит с моей памятью. Что, как говорится, что-то помню, что-то не помню. Ася Кузьмина, да, лучше на маму к врачу показать. Все-таки был стресс, потеря близкого человека. Перелом, переживания, плюс врач посмотрит, давление не шутка, да. Валентина Сирина, а у вас сколько подписчиков не видно, с чем поздравлять или так надо? У меня, что ли? Почему не видно? Я не скрывала, сколько у меня. 10 600, по-моему, на данный момент у меня. Да, 10 600. Даю я маме, да, Лариса, а может маме водичку с лимоном давать, чтобы тошнота прошла? Да, я ей даю. И просто так лимон она ест понемножечку. И кидаю в воду. Горячую воду кидаю, лимончик. Татьяна Кулаева, Левочка, добрый вечер. Я 2 дня на вашем канале пришла от Розочки Ивановой. Розе не пишу, но жду с ней встречи теперь и с вами. Очень рада знакомству с вами. Большое спасибо, Тамара. Я думаю, Татьяна, я думаю, извините, Татьяна. Я думаю, вам понравится, вы останетесь со мной. Так, Севиль Аликперова. Добрый вечер. Разрешите поздравить вас с наступившим Новым годом. Крепкого кавказского здоровья вам и вашим близким. Успехов в столь нелегком труде и продолжайте радовать всех, кто всегда ждет вас. Спасибо большое, Севиль. Вас тоже с наступившим Новым годом. Вам тоже желаю здоровья, мира и благоденствия. Всего хорошего. Всем желаю. Арсен Арапетян. Да, отец девушки добывал нефть. События фильма начала 20 века. Полукомедия. Так, Валентина Сирина, извините, сейчас видно. Так, Дурка, привет всем. Лучше не шутишь с водой с лимоном. Не шутить, наверное. У знакомых была то ли изжога, то ли язва, потому что перестаралась. Ну, это тоже, да, конечно, нельзя много.
Не знаю, она у меня долго принимала витамины. После ковида она почти все время была на витаминах, на аскорбинке. И где-то месяц, как я прекратила подавать ей витамины, думаю, может быть, постоянно нельзя. И вот сейчас сегодня я снова ей дала все-таки. Мадлена Аздоева, котики дерутся. Да, они все время, целый день так и несут, носятся по всему дому, играют, дерутся. Так, Гулуси Салахуддинова, вы показывали свадьбу, а когда у вас читают никах, интересно знать бы про обычай ваш. Сейчас. Арина, добрый вечер, вы не смотрите канал Бина Мушт? Нет, я даже не слышала о нем. Лучик света, котики за цветком играют. Да, Дурка, привет всем. Арсен Раптян. А там герои из Осетии, там в фильме вначале говорили. Так, в гостях у Сони Каспер сломает цветок. Этот Каспер, все цветки в коридоре, которые стоят у меня, уже все время то ломаются, то падают, то уже землю придется подсыпать, они оттуда все высыпают, вот именно в цветах и играются. Так, лучик света играют. Ася Кузьмина у Розы, мама, Галина тоже золотой человек. Да, я вчера смотрела ее несколько роликов. Как хорошо, когда есть мама, берегите их. Так, Лейла Дикаева, Арсен, фильм «Не бойся, я с тобой», если не ошибаюсь. «Не бойся, я с тобой», я смотрела. Так, Ася Кузьмина, там обе кисы играют, да. Небо, земля, добрый вечер. Добрый вечер. Кухня для большой семьи, Светик Халгалела, Масне. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Так, Лейла Дикаева, всем добрый вечер, друзья. Турка, привет всем. Лейла Дикаева, спасибо за название, посмотрю. Арсен Айрапетян, я не помню, то ли из Осетии, то ли из Азербайджана, но точно там была нефть. Актер был Палат Бельбюль-Оглы, по-моему, и играл, и пел там, если я не ошибаюсь. Так, я на какой-то вопрос не ответила. Насчет никях. Никях читается, вот когда уже не перед тем, как выводить невесту. Заходит трое мужчин, два свидетеля и мулла. И вот тогда делают никях. Актриса Ингушка Тамара Индиева, да. О чем еще, друзья, поговорим? Татьяна Кулаева. Да, Лилочка, я теперь останусь с вами. Вы рассказывали о своей судьбе, плакала вместе с вами. Сейчас дала послушать мужу Василию, слушала до прямого эфира, дай Аллах вам здоровья душевного и телесного. Большое спасибо, Татьяна, огромное вам спасибо. Мадлена Здоева про никях спрашивала, я ответила. Дурка, привет всем, какое совпадение Индиева. Причем Тамара Индиева такая красивая женщина. Так, Арсен Айрапетян, да, лучик света, спасибо, не бойся, я с тобой называется. Арина, Лела, вы планируете поехать в Мекку? Планировать, конечно, громко сказано, но очень бы хотела. Очень хочу, желаю, но планировать пока мне, наверное, рано. Не знаю, как уже Аллах распорядится. А поехать очень хочу. И поехать хочу. И у меня еще одно заветное желание. Я очень хочу изучать Коран, но как-то боюсь начинать. Признаюсь всем вот прямо на эфир. Хотя мне и предлагали, и сказали, что просто из-за того, что у меня очень плохая память, боюсь начинать. Так, Лера Дикаева, актер Палат Бельбюль-Оглы. Да, я и сказала, по-моему, он и поет, и актер, и певец был тогда. Галина Бойко, Лела, привет из Краснодара. Добрый вечер, Галина. Так, Мадлена Аздоева, вам нравится Тамара Индиева? Да. Кухня для большой семьи, не забываем ставить лайки, спасибо. Так, Ася Джесседик Хейл Масанят. Так, Ася поздоровалась со всеми. Дурка, привет всем. В Мекку сложно очень поехать, особенно сейчас. Так, ну Ася уже и по-русски поздоровалась. Добрый вечер. Так, Арсен Арепетян. В мечети сказали, что помощь соседям приравнивается к хаджу. Ну, конечно,
К хаджу приравниваются вообще-то еще кое-какие дела, но тем не менее приравнивается, но, наверное, все-таки побывать в хадже для самого человека даже как-то, не знаю, очень, если честно, мне бы очень хотелось. Так, кухня для большой семьи, Лейла, как ваша мама? Ну, относительно ничего. Просто у нее что-то аппетит пропал в последнее время. Дня 4-5, как она мало ест. Ася Кузьмина, начните изучать, Лера, получится обязательно. Не знаю, надо попробовать. Мадлена Здоева, расскажите, какие еще приравнивают. Ой, я сейчас так быстро не вспомню. Как ваши дела, Лера, как здоровье мамы? Так, Ася, ничего, потихонечку. Я где-то читала, что приравнивается к хаджу. Кто побывал в хадже. Первый. Артур Вахара почти хаджи вахашсан дети. По-моему, да. Но я где-то читала, что побывать в хадже, что это практически одно и то же, но я уже не помню. Соединение с людьми тоже приравнивается к хаджу, вот видите. Соединение с людьми тоже приравнивается к хаджу. Значит, с моей дочерью тоже хадж сделали, соединились с сыном. Ася Кузьмина, сегодня дочек ваших в чате нет? В чате не знаю, но здесь младшая, здесь в чат всякие она появится. Так, группа привет всем. А что значит на игурском луквес? Помню, просто где-то писали, не помню где. Вспомнила сегодня это слово, захотела узнать значение. Луквес люблю, наверное. Ну, получается, люблю, но не женщину, а мужчину, получается так. Дуквес – это значит, если к женщине обращаешься. Дуквес, если обращаешься к мужчине. Или нравится, или люблю. Ну, больше люблю даже. Дочка, в чате не появишься? Я тихо, молча наблюдаю. Она временно не хочет появляться тоже в чате. Как и наш Ибрагим, у которого огромный прыщ выскочил прямо на носу. Он у меня даже в магазин ходить не соглашается. А старший мы вчера с моей младшей такой посленовогодний подарок для нее сделали. Она очень прыщара. Она очень давно хотела. Дурга, привет всем, у меня вечно прыщи огромные на носу, и я его понимаю. Вот такого прыща у него никогда не было. Почти больше, чем нос прыщ выскочил. Так, чистота намерения, омовение дома до намаза, джамаата, намаз, нафиг, получать или давать знания в мечети. А, вот что я хотела сказать, в действительности. Получать или давать знания в мечети. Вот у меня кружилось в голове, и довольство родителей приравнивается к хаджу. Вот то, что вот изучать и преподавать Коран, вот это вот точно было. Так, лучик света Олева раскрыла секрет Ибрагима. Пусть маску оденет эфир. Слышишь, Ибрагим, Юлия, Россия? Мотает головой. Сидят тут у меня, хрумкают. А ну-ка прекратите свое хрумканье. Он сегодня в маске даже в магазин мне не согласился пойти. Ну, Аишка так не будет хрумкать. Ну, сейчас никто не хрумкает, кроме нее. Аишке можно. Так. Я про этот. Мы подарили Танзиле, оплатили курсы кондитеров. Она давно хотела, не могла никак научиться делать торты.
И вчера мне звонит, младшая Мадина звонит и говорит, мама, последний какая-то, не знаю, продвинутая какая-то кондитерша говорит, устраивает эти курсы, и говорит, больше их не будет проводить. Но у нее там какие-то сверх какие-то торты она делает. С велюровым покрытием. С велюровым каким-то покрытием, не знаю. Короче, она мне это говорит, я говорю, ты хочешь пойти? Она говорит, нет, я не пойду, это не мое, но вот на Зиле бы можно было. Ну и мы пополам скинулись по 5000, Мадина 5000, я, и отправили нашу Танзилу на курсы, уже второй день ходит, прям такая вся в небесах уже, довольная, но не знаю, что она там научится, не научится, посмотрим. Так что вот закончить свои курсы, каждый раз как будет приезжать, и будем по одному новенькому торту или что там они будут учить, будет показывать, я надеюсь. Так, небо-земля. Наш прыщ можно сделать смесь мука. На прыщ можно сделать смесь мука, соль и мед и проложить на полчаса каждый день, потом быстро вскроется. Да, надо попробовать. Ася Кузьмина, есть такая примета, если прыщ на носу, говорят, кто-то в тебя влюбился, Ибрагим, сознавайся, кто она. Так, мазью Вишневского надо мазать. Вишневского он вряд ли. Так. Мама шутит, что у меня много поклонников, мол, сердцеедка. Лела Дикаева, салам Машу Ибрахиму. Спасибо, Лела. Турка, привет всем. Наверное, так говорят, потому что с таким прыщом мило улыбается только тот, кто любит тебя. Аишка, привет, Оля. Ая, мама, привет, а? Ая, хайденёка, харуку. Аишка. Так. Асана Ребетяна, Ася, примета точная. Вера Белова. Лила молодец, и хозяйство небольшое есть, и семья не маленькая. Сколько нужно готовить, чтобы накормить, дай Бог тебе здоровья и уважения детей. Спасибо большое, Вера. Ася, Лила, очень хотела бы побыть с вами в прямом эфире, но, к сожалению, моя маленькая капризничает. Вы сохраните эфир. Конечно, Ася. Так, Ася Кузьмина, говорят, да, Дурка, привет всем. Наверное, так говорят, потому что с таким прыщом мило улыбается только кто тебя любит. Много пропустили, ну вот я перечитала. Так, интересно, а у Ишки когда поклонники будут? Ой, не знаю. А Ишка похожа на свою маму. Мама у нее была такая, знаете, девчонка строгая, к ней даже боялись, она вот как мужичок у меня росла. Боялись парни даже подходить, знакомиться с ней. Мне кажется, Ишка такая же будет. Айша, где твоя коняшка, где нюнёшка? Или хаян нюнёка, нахнёкали? Или хаян нюнёка? Так. Ася Кузьмина, у Ишки поклонники сейчас все подписчики Лейлы. Да, не говорите, жена Азера. Лейла, салам, дорогая. Зашла поздороваться, я сейчас на другом стриме по похудению. Если что, зайду еще попозже. Вам тоже салам. Хорошо, спасибо, что забежали. Людмила Череповская, Лейла, добрый вечер. Когда же сынок из Москвы приедет? Ой, я за этим сынком уже. Так, Дудка, привет всем. Ой, ничего, у таких поклонники найдутся, даже на горбатых с любовью смотреть могут. Так, сын мой сегодня тоже звонил, я как раз он прислал Аишке игрушку в подарок.
Не знаю, вот он, кто сказал, что 2 недели, работа какая-то подвернулась, не хочу пропускать. Но сегодня говорил, что-то мы еще не договорились, в цене не сошлись пока. Вот завтра как точно узнаем, когда и что там будет. Задержится он на 2 недели или все-таки приедет. Так, Ася, Джи, приятного вам общения. Аллах бия удолше, бистя алхейл хату, хяхен хахахейл, бистя. Огромное спасибо тебе, спокойной ночи, здоровья тебе, твоим родным и близким, и твоим деткам. Арсен Айрапетян, а это правда, что есть такие кавказские девушки, которые бьют поклонников сковородкой? Ничего себе девушки. Не знаю, не слышала. Арсен, неправда. Лучик света. Эйшка, привет, маленькая принцесса в кадре появилась. Да, убежала обратно. Я не слышала пока, по крайней мере, что сковородкой нас бьют кого-то. Эйшка, иди игрушка, хаяхай. Не нёка, хаяхай. Или сегодня сходили в магазин с ней выбирать. Так, Люка, привет всем. И не такие бывают. У меня мама буханка хлеба любимого избила. Да уж. Ася Кузьмина, как Аишка играет в игры? Какая больше понравилась? Вы же ей много подарили на Новый год. Ой, я даже не спрашивала, они же уехали домой, в какие она там играет. Но играет во все, потому что ее мамочка любит такие игры, чтобы ей покупать, и чтобы ей дарили именно развивающиеся какие-то, развивающие. И даже хочет открыть канал, показывать, как вот именно в такие игры играют дети. Не знаю, получится у нее или нет. Там у нее еще такая проблема. Аишкин отец не хочет, чтобы ее показывали, хотя она у меня почти во всех роликах. Так. Арина, зачем кого-то бить? Ну, не знаю. Я говорю про то, что исходили сегодня в магазин купить куклу, посадить в эту игрушку. Была прислана игрушка, карета принцессы впереди, там лошадка и карета, чтобы посадить в карету. Но пока мать выбирала куклу, чтобы посадить в карету, мы пошли по сладостям. Из всех сладостей, говорю, возьми все, что ты хочешь, но возьми, что хочешь. Она у меня один чупа-чупс взяла. Я говорю, с этой девочкой можно в магазин ходить. Так, Бурка, привет всем. Много причин. Измена, ревность, какой-нибудь проступок. Люба Шубина, ассаламу алейкум, из Германии. Не знала, что сегодня эфир. Случайно зашла и увидела. Валейкум ассалам. Люба, оповещения не было, разве мы еще с утра поставили, что будет стрим? Так, Ася Кузьмина, если поклонники дурные, то заслуживают, наверное, сковородка, если выпрашивают, что ж не отварить, да? Надежда Нуштаева, вы сегодня хорошо выглядите. Спасибо большое, Надежда. Арсен Арепетян. Арина, к девушке приходит свататься, она сковородкой ударит или мукой обсыпет, неприступная. Нет, я у нас этого не слышала. Я бы с такой девочкой, как Аиша, в детский мир пошла бы, где одни игрушки. В детский мир нам ходить было поздно, мы пошли просто в наш сельский магазин. У Аишки когда-то была игрушка, вот именно лошадка с... Как ее? Все, видите, вылетела из головы. Так, Елена Тимошенко, Лейла, в селе есть детский сад? Ваши дети ходят в детский сад? Так, в селе есть детский сад, но у меня нет детей, конечно, чтобы в детский сад ходили. Но он переполнен, в принципе, детей так много, что у нас даже несколько частных детских садиков в селе. Так что дети ходят в детский сад, у кого они есть. У меня вот только маленькая внучка, они живут
в Назране. И тоже она еще маленькая была, чтобы ходить в сад. И как таковых яселек, по-моему, нету, я точно не знаю. В сад ее не взяли, но мама ее отдавала в частный сад, частную, ну, не то что частный садик, а няньки отдавала. Карета, вот вспомнила. У нее была игрушка любимая, лошадка с каретой, в которой сидела куколка. Вот эта лошадка сломалась у нее, и я ей под Новый год спрашиваю свою дочку, я говорю, что бы ей подарить? Постоянно сладости не хочется, можно было бы какую-то хорошую игрушечку подарить. И она мне говорит, она давно ищет, просит меня купить лошадку, нянёку называют ее. Где моя нянёка, хочу нянёку. Ну, у нас, нам ее найти именно вот то, что им надо, не получилось. И как-то разговаривая, я говорю сыну вот так и так, когда будешь ехать, может, найдешь там, ты везешь. В итоге они даже 2 их купили, так получилось у них. И вот сегодня, ну, он сказал, что вдруг я не приеду долго, и поэтому прислал, кто ехал оттуда с ним, передать посылку такую, эту карету с лошадью. И мы ходили искать игрушку, не игрушку, а куклу сюда сажать. В наш магазин недалеко от нас. Так, меня мама приучила редко что-то выпрашивать, потому что ответ очень часто бывал нет. Я своих детей, наверное, также буду воспитывать. Удобно ведь будет мне самой в будущем. Ну, наверное. Всем прихотям детей, конечно, тоже не стоит потакать. Ну, Аишка так, более-менее, мне нравится, как ее воспитывает ее мама. Воспитывает по строгости. Хорошо, что бабушки рядом с ней нет. Вот если бы я была рядом, то девочка была бы совсем по-другому воспитана. Все-таки бабушки внуков жалеют. И поэтому у меня и Ибрагим такой немножечко капризный, потому что его бабушка тоже так избаловала, облюбливая. И старшая дочь тоже почти практически все время была с мамой, с бабушкой. И поэтому вот дети, у которых в большинстве случаев воспитание бабушкина бывают немножко сложноватые. Но баловать нужно, Арсен Алепетян, Дурка, баловать тоже нужно, иначе зачем дети? Но в пределах нормы. Так, Дурка, привет всем бабушки, они такие, да. Ася Кузьмина, ой, попросите зятя, чтобы Аишка была, она как колокольчик, один взгляд чего стоит. Нам очень нравится, как она с вами время проводит. У нее сейчас самый интересный возраст. Арина Аридалила, вы путешествуете в другие страны? Ой, ни разу нигде не была. С удовольствием бы хотела, конечно. Так, Дурка, привет всем. Арсен, конечно, надо иногда баловать, но в пределах нормы все. Да, вы знаете, Ася, действительно, когда вот Аишка к нам не приезжает больше недели, мы настолько вот начинаем по ней скучать, не только я, но даже уже и дяди ее. Только вчера мы говорили, что скучно, надо привезти Аишку, и вчера мне дочь говорит, наверное, вы завтра к вам приедем. И вот приехали. Да, Аишка? Аю, да, мама? Хаелос? Хаелхи, да, мама? Хаелос, хаелхи. Привет, да, маме, привет, да. Да, привет, да. Да, привет. Оля, привет. Отвечаешь. Или давай. Или ханюнёка, хая? Или хая, тетя, нюнёка, давай купили. Так, пропускаю. Так, Лидия, Светик Хейл, всем добрый вечер, Светик Хейл. Так, Жанна Илисаева, да, Лейла Шалом, как ваши дела? Спасибо большое, вам тоже салам. Так, Арсен Алепетян, группа согласен. Меня, например, вообще не видно родителей.
Юрка, привет всем. Она вас даже мамой называет. Думаю, скоро своим домой будет считать, своим домом будет считать ваш. И все детство у вас проведет. Не знаю. А ну какая я тебе подведется так. Кажу, да, огуртелочка, тебе огуртел идет так подведет. Ты идет? Так, небо, земля. Как долго надо стоять в очереди на садик у вас там? Ой, я даже не могу вам точно сказать. Люба Шубина, наша кукла Эйшка. Эйшка, надо башня штиха. Вот так. Вот. Делай тебя, вот, молодец. Ой, я точно не знаю, Ася Кузьмина, сколько у вас жителей в селе, это надо узнать точно, не знаю. Но село большое, на Камышево большое село. Вот такой нам лёг сегодня подарили, да, Ишка? А у мамы, а вот я? Я пойду. О, а я так себе дорога. А я вот так не видно, да? Немножко, а то немножко. Вот, все. Видно. Так, Лидия, Лила, мама Дикахани, да, вот из Маши Олцин, вы знаете, еще, ну, рука у нее еще в гипсе, конечно, Лида, но вот она, я уже говорила, что несколько дней плохо ест у меня. Так, Дурка, привет всем. Представляю, как много женихов в будущем будет у Ишки. Хочу ходу, думаю, не будет давать, но это уже слишком. Не знаю. Арсен Айрапетян, Дурка, это из какой нации имя? Никогда не слышал. Ася Кузьмина, а конь-то с крыльями Пегас? Да, да. Привет! Дурка не мое настоящее имя, я Тулинка. Да, у нас Дурка скрывает свое имя. Эйшка, хасагу хасоги аханинёка. Что ты? Хозининёк, хану я не ханинёк. Вот я не ханинёк. А Эйша? Нинёка, вот из я и нить хану я не. А? Вот я привет, Оля. Оторвала крыло, да? Все на репетиан, Дурка, я уже хотела так дочку назвать. Лучик Света, карета красивая и конь с крыльями, классный подарок, молодец, дядя порадовал. Так, Жанна Веселая, у старшей дочки только один ребенок? Да, у старшей только один сын, ему 14 лет. Так, фамилия у меня Чамуян. Часто с армянской путали. Будем старшую ждать с тортами. Будут торты нам пирожные выпекать. Рулеты меринговые. Не знаю, посмотрим. Мы сегодня с нее смеялись. Так, Татьяна Кулаева, Лилочка, с вами связаться можно в WhatsApp, хотела заказ сделать? Можно, у меня там, где написано каналы, о канале, вернее, есть номер WhatsApp и мой, и сына. Так, Арсен Айрапетян, Дурка, значит, почти землячки. Заглядываешь? Что, стоят? Стоят? Но она здесь не будет идти. А еще кому удастся сегодня? Так.
Дурка, значит, почти землячка. Дурка, привет всем. Арсен, это правда жалко, что нет такого, и не себе такое хотела бы. Ты даешь, Сая. По-моему, Ишка, уже батарейки сели у нее. Ее родственник каюнит, целый день ее катаешь. Жанна Исаева, как вы смотрите на то, что ходить к косметологу, делать маникюр, это положено в исламе? Вообще-то не положено. Ну, маникюр положено, но красить ногти не положено. И а так косметологу, наверное, можно. Просто нельзя брови выщипывать, много чего нельзя. Так, Лидия, Лидия, ты не знаешь, случайно Келлиговых Михаила брат спрашивает, раньше он в Казахстане одно время жил в Курчатове, сейчас в Курчатау. Келлиговы жили у нас в селе, но я не знаю, они жили всегда здесь, в Казахстане не жили. В Куртате, когда я в Осетии была, до моего замужества, у меня был одноклассник Келлигов, но я, к сожалению, не знаю имени его отца. Так, Дурка, привет всем, Арсен, я чистокровная тувинка. Так. Арсен Алептян, да, Дурка мне тоже очень понравилась. Это имя, может, правда, так дочку назову, но почему-то думаю, что она меня вырастет. Так, Арина, расскажите, пожалуйста, вы слушаете музыку? Я читала, это харам. Слушаю, если честно. Говорят нельзя, но слушаю. Сейчас, в последнее время, очень редко слушаю. А раньше я вообще очень любила слушать музыку, песни. Ну и, получается, грешила, значит, да. Был за мной такой грешок. Так, Дурка, привет всем. Арсен, не стоит так и называть, это не простительно. Жанна Исаева, как вы посмотрите на то, что вместе будут ухаживать за собой? Эй, что, я классно? Нормально, пускай ухаживает. Пускай красится. Это дело каждого. Эйшка, Мадина, я на свою голову попросила этого ненёку привезти. Мадина! Так, Арсена Репетян, Дурка, моя сестра была в Туве и до сих пор не может забыть гостеприимство тувинцев, просто влюбилась в вас. Вот, видишь, Саечка, значит, ты похожа на ингушей. На ингушей, на чеченцев, на кавказцев, короче, которые очень гостеприимный народ. Так, Надя, привет всем из Брянска. Ибрагим! Куда они все подевались? Ибрашка, ну чё, Аечка? Hayır mama da yapıyoruz. Yürü. Так, Дурка, привет всем. Арсен, это хорошо, мы любим гостей, которые сначала бываем нелюдимы из-за менталитета. Мадина! Мадина! Она мне шумит очень. Ришка, ема? Сама напросилась принести пельменёк, она теперь шумит сильно. Hadi ben o kaya. Mami, yok ya ben o kaya hadi yok. Так, я 2 раза вас звала. Почему вы не слышите? Что там? Ничего, сама позвала, сказать, с ненёкой, я ее шумит на свою голову. Так, Жанна Елисаева, Лела, у ингушей можно выходить замуж или это стыдно? Нет, можно. Почему стыдно?
можно, либо ходит и второй, и третий раз. Но если нет детей, конечно. Обычно, если есть дети, то не выходит. Дурка, привет всем, Лейла. Мне иногда кажется, что я прям из Кавказа, прям родной для меня это почему-то. Ну, значит, похоже у нас. Арсена Репетян. А сестра рассказывала, что светлее людей нигде не встречала, чем в Туве. Видите, значит. Вообще-то я с Саей тоже общаюсь, очень умная и даже мудрая девочка для своего возраста. Так, Виталик, автомеханик и не только. Всем привет. Добрый вечер, Виталик, если вы под своим ником, то обычно под ником мужчин бывают женщины. Пусть на тон ниже разговаривает. Так, Люба Заболотная, по-моему, да? Лерочка, дорогая, спасибо за поздравление. Я живу в Германии, сейчас тоже собираюсь в храм на ночную службу. Ты выглядишь просто супер, так держать. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляю вас с праздником вашим. Так, Виталик, автомеханик не только. Ребята, поддержите, пожалуйста, надо набрать 1000 срочно. Ибрагим, найди этого Виталика, автомеханика, и подпишитесь, раз ему нужны 1000 подписчиков. Надя, Надеждина, Лейла, ты взбудоражена вся. Так, Дурка, привет всем. Арсен, люди хорошие, везде есть личные, я всегда рада гостям, надеюсь, много земляков. Таких ваших, много ваших земляков, что я пропускаю сегодня. Да, правильно. Таких ваши слова очень приятные. Так, Жанна Исаева, Лейла, вы не рассказывали, вы довольны зарплатой с Ютуба? Дурка, привет всем. Спасибо, Лейла, прям засмущали. Так, сейчас. Виталик, автомеханик, не только спасибо большое за вашу отзывчивость. Ну, пожалуйста, поможем. Мадлена Злова, каких блогеров чаще смотрите? Ну, знаете, как-то чаще, не чаще. Я смотрю знакомых девочек-блогеров всех, помогаю, делаем просмотры. Какие-то мне нравятся, какие-то мне не нравятся, но я все равно их смотрю. Что я смотрю, я вам скажу сейчас. Смотрю много про кухню каналы. Кто нравится? Давайте я не буду говорить, кто мне нравится, потому что я смотрю многих девочек с нами, которые мы знакомы друг с другом, друг друга смотрим. Говорить, кому я делаю предпочтение, я лучше не буду. Пускай думают, что все они мне нравятся. Так, Виталик, автомеханик. Не только я с Сибири, так, на всякий случай. Зарему Ростов смотрите. Ну, она у нас не в Ютубе же, в Инстаграме. Честно, очень мало, очень редко я ее смотрю. Не знаю, не мое. Почему-то. Так, Арина, вы смотрите за Ирой кухня. Сказать, что смотрю, нет, иногда. В принципе, я никакие каналы как-то так долго не смотрю, чтобы вот именно постоянно их смотреть. Иногда зайду за Ирой кухней, иногда зайду там в другой, третий, вот так вот. Когда как, через раз, через два, через три. Просто иногда бывает интересно посмотреть, что и как. Просто даже если хотела бы я, у меня просто нет времени. Действительно нет времени и дома, и по дому, и еще и смотреть девочек, которым обещала буду смотреть, делать просмотры. Много чего. И потом снимать надо, еще и по хозяйству, и мама. Так что так,
как-то постоянно кого-то смотреть и времени не бывает, честно вам скажу. Так, я не ответила то, что довольна ли я зарплата Ютуба. Пока, если честно, у меня копеечная зарплата с Ютуба, честно вам скажу. Так, Виталик, автомеханик, и не только пальчик вверх поставил. Ты посмотрел канал? Что он там показывает? Про машину. Раз автомеханик, значит про машину. Так, Арина, вы так, нет, Жанна Исаева, Лила, на какое собеседование вы ходили? Так, ну у меня есть ролик о том, что я говорила, куда я ходила. Я вам сейчас тоже расскажу. И скажу, что зарплата Ютуба. Вы знаете, я вложила намного больше, чем зарабатываю пока в этот Ютуб. Признаюсь честно. А после Нового года так вообще у меня туда какие-то копейки. Так, Лидия, мы тоже не знаем имя отца, к сожалению, извинили его за беспокойство. Но если они жили в Куртатии, Келлиговы, узнать не проблема, как их отца звали. Вот этих я знала. Келлиговы и в Картышево очень много живут сейчас, но если они жили в Казахстане, я не знаю. Так, только перед тем прямо обидно самой, что у вас просмотры упали. Не понимаю, в чем причина этого, вы так искренне. Ну, не знаю, у меня и просмотры упали, сильно упали, если честно. Так, Виталик, автомеханик, и только сейчас вообще хочу снимать в новом стиле. Ну, удачи вам, Виталик. Так, на что я хотела ответить? На собеседование. Ну, мне предложили работу. Как они говорят, это какой-то цех, небольшой цех, который делает пироги, пирожные разные, и булочки, и шаурму, по-моему, хотят тоже делать, не знаю. Там кондитеры есть, все есть, но нужно, говорят, за ними присматривать. Это получается типа начальник цеха, типа такой. Так, вашему Паше, Павел Немоляев, Лела, добрый вечер, очень красивый платок, вам неимоверно идет. Добрый вечер, Павел, я рада, что вы зашли ко мне на прямой эфир. Спасибо вам большое. Как у вас дела? Смотрела сегодня, как вы своих козлят там кормите. Молочком, как малышей маленьких. Так. Жанна Лисаева, Лила, вы должны делать каждый день ролики. Костяк у Сони, я вас покидаю, к сожалению, было интересно. Всем спасибо, доброй ночи. Ну давай, пока. Мадлена Зоева, что думаете про работу? Вы знаете, я, конечно, выйти на работу можно было, но мне, во-первых, за счет того, что и дома женщины нет. Арсен Арепетян. В исламе запрещена музыка, но разрешена акапелла, пение без музыкальных инструментов. Но в исламе, по-моему, и музыка разрешена, но смотря какая музыка, без слов, да. Скрипка. Скрипка и, по-моему, виолончель тоже. Да. Вот что-то такое, да, разрешено. Ну и типа вот за ними надо присматривать, не знаю, чтобы вовремя что-то, ну, чтобы ответственность за них брать, ну, не то, что за них брать, а проверять, чтобы они работали, чтобы они там не филонничали, чтобы вовремя приходили, вовремя уходили. Ну вот, по моему мнению, получается начальник цеха такой. И, ну, если бы еще как-то зарплату бы определенную сказали, мне, с моей точки зрения, кажется, можно пойти на работу такую. Но вот как мне предложили они, я не очень-то хочу, потому что говорят, чтобы говорить, что типа вот с выручки, с выручки этого цеха будет делиться пополам с этим хозяином и мной получается. Ну, не знаю, получается как-то кота в мешке. Во-первых, в тот день был закрыт рынок, я не смогла поговорить с рабочими. Не знаю. Ну и ответственность, я, во-первых, не хотела ответственности, но сказали, что нет, что и закупать мне ничего не надо, и с деньгами мне не надо сталкиваться, что это все там есть кому это делать. Просто единственное целый день находиться в цехе и смотреть, как работают рабочие, чтобы они работали.
чей этот цех, его практически даже говорит, не бывает республики. Не то, что так вообще в цехе. Поэтому не знаю. Но мне еще одну работу предложили, я не знаю, посмотрю. Она не более подходит, если подойдет по зарплате. Мы еще не уточнили, сколько будет там мне платить, если я выйду на работу. Она тут в селе, и мне надо только до обеда там работать. Так. Дурка, привет всем. Ой, я пропустила опять что-то. Вот. Анна Андреевна, привет из Дагестана. Добрый вечер. Дурка, привет всем. Арсен Арпетян, а вы сами мусульмане? У Паши Павел Немоляев. Собираюсь на мойку и кормление. Поздно собрался, если успею, то схожу на праздничную службу. Ну, Павел, я вас поздравляю с вашим праздником. Спасибо, что зашли. Надежда Жуштаева, доброй ночи. Друзья, если что, у Паши тоже блогер, ну не тоже блогер, а он блогер, а я тоже блогер. Занимается сельским хозяйством, у него все так успешно, хорошо, я надеюсь, и более успешно у него будет. Он все знает, много чего знает именно про животноводство, про кур, про все такое. Зайдите к нему на канал. Павел, только не смейтесь над моей рекламой, вас, по-моему, не надо рекламировать. Надежда Нуштаева, доброй ночи, доброй ночи. Надя Надеждина, не хочу ни за кем надзирать, даже за миллион. Ну, мне тоже, да, не очень-то это нравится, конечно, но не знаю. Так, Арсен Айрапетян. Дурка, нет, как бы то ни дико изучала, но я приму ислам, если потребуют родители невесты. Ух ты. Жанна Лисаева, Лейла, я думаю, что просмотры увеличить... Так, что-то пропало. Только привет всем. Арсен, ого, очень необычный у вас выбор. Дурка, привет всем. Верное решение. Арина, музыка запрещена, которая заставляет тело двигаться. Также изображение людей в суннитском исламе. Иркис, Ницца, Франция. Добрый вечер. Лера, всех, кто в чате, приветствую. Добрый вечер, Ира. У Паши. Все, убегаю. Доброго вечера. Доброго вечера. Еще раз отмечаю ваш платок. Спасибо, Павел. Удачи вам и хозяйству вашему. Привет. Так, Арсен Арапетян. Иркис, Ницца, приветствую. Иркис, Ницца, добрый вечер, Арсен. Дурка, привет всем. Арсен, а я вот лично мусульманка, хотя родителю уверена против. Думаю, знаете, что у людей, что у людей нас язычники и буддисты. Так, Чечения, Ингушетия, Иркис, Ницца, Франция. Приветствую с города Нимес. По-моему, я правильно сказала, да? Ударение правильно поставила? Так, Сая, а ты ислам приняла давно? Чечения, Ингушетия, Седик Хел, Халила, Хел, Седик, добрый вечер. И скажи, как ты решила принять ислам? После чего? Так, их песница Франция, Чечения, Ингушетия, ого, Ним, вечер добрый, почти соседи. Так, Арсен Арапетян, Дурка, да, я знаю про религию тувинцев. Вы правильно сделали, что приняли ислам. Лазат Аспанова, добрый вечер, всем добрый вечер. Чечения, Ингушетия, поэтому написал. Дурка, привет всем. Лейла, нет, чуть больше недели назад спонтанно получилось это. Ну, как получилось, я, конечно, знаю, просто хотела, чтобы ты сказала в прямом эфире. Интересно, к этому не я тебя подтолкнула. Так, Ханна Давсон, hello. Так, я дальше не смогу прочитать. Английский, Мадина, помогите. Вы в чате? Чечения, Ингушетия. Кert Хамдиви, Хватик, Могу
жмеви, юаксак здоровья мышти. Все нормально, алхамдулилlah, более-менее. Так, Мадлена здоровья. Привет, тетя, как ты он написал? Ага. Нормально. Нормально, спасибо. Арсенович, спасибо. Дурка, привет всем. Я поссорилась с человеком, он был очень мне дорог. Тогда, не знаю, получился какой-то толчок. Я поняла, что очень хочу покаяться. Я увидела себя со стороны, какой мерзкой я стала. Знаете, сказать, тетя, как ты, я говорю? Но мне уже написали. Ты тормозишь. Мне тут еще. Ценина. Так, ну Ханна Дарсон еще раз написала. Друзья, вы мне переведете, я не понимаю, просто не могу читать и тем более переводить. Ну как бы ты этого не приняла, Сая, но Сая для меня. Сая, Дурка, привет всем, я тебя поздравляю с принятием ислама. Просит номер, мой номер, да? Но мой номер телефона стоит там, где написано о канале. И мой, и моего сына, если там на один не дозвонитесь, то можно на другой дозвониться. Там и номер WhatsApp, и просто номер мой. А так, в принципе, можно и писать. Мадина, напиши им на мой номер прямо сейчас. Можно мегафон? Мегафон можно? Лучше ватсаповский напиши. МТС. Только привет всем. Тогда я прям поняла, что приняла решение, буду мусульманкой. Ладно, ты что, ебать, да? Так, номер мобильного спрашивает. Ага. Дурка, привет всем. Спасибо, Лейла. Просто с этой девочкой мы действительно сейчас переписываемся. Так, вот мой номер написала Мадина Индиева, если что. Это моя дочь. А номер мой. Номер WhatsApp. Дика, привет всем. Да, я рада, что правильное решение приняла. Так, Алена Лаптева мне тут сердечки присылает. Так, Мадлена Зоева, зарядка садится, скоро отключусь, почаще выходите в эфир. Спасибо, Мадлен, большое. Не знаю, как это в эфир, не знаю, о чем говорить, просто готовьте вопросы какие-то, чтобы было нам интересно в прямом эфире, и тогда будет проще. Так, Лариса, я тоже балую внуков, но иногда строгость проявляю, ну а воспитывает пусть годы, так, воспитывает пусть родители, да. Арсен Арепетян, Дурка, поздравляю с принятием ислама, пусть Аллах продлит ваши годы и воздаст благом. Амин, Арсен, амин. Так, он слух. Алина сегодня говорила со своим сыном насчет тёлки. Что-то он не очень-то подписывается. И да не сказал, и нет не сказал. Так, ну, вопросов нет. Вроде бы в чате 57 человек. Может, закроем? Так, Мадлен Здоева. В России новогодние выходные до 2 числа. Марина, до какого у вас выходные? 13 хочет. 12-го?
12 включительно. В школах, а так 11. А, Так говорит, до 11, а в школах включительно до 12. Алина Лаптева. Если думает, это хорошо. Ну, я же тебе говорила, Алина, что он весной мне тоже не дал купить, не знаю, пока не хочет туда связываться с этим. Мадлена Здоева в Казахстане с 4-го работает. Айша, hayal Hayal Ну, хотела. Валите тихо, долго. Hayal Мишка, hayal мама, hayal. А что Мишка? Ну, что ли Мишка? Ты, что я, hayal мама. О, Теренер, Мишка. Он сдох, Мишка. Так, Дурка, привет всем. Мне вот интересно, что было бы, если бы ваш какой-нибудь сын женился и захотел вторую жену? Просто в шутку спрашиваю, кто знает, что может произойти все-таки. А вот именно никто не знает, что тогда произойдет. Я не знаю. Мадлена Зоева, Им бы Лена, одну жену привезти, да, а там они уже по одной жене, Сая, привели, а второй мы уже даже и не думаем. Лела, какой блогер сподвиг на открытие канала? Ну, скорее всего, Хадижа, женщина с претензией. Лина, всем доброй ночи. Доброй ночи, Лина. Спасибо, что были в эфире. Если честно, я действительно не смотрела ничего раньше, именно вот по таким этим. Аиша, Лейла, салам, родная. Валейкум ассалам. Аиша, спасибо, что зашли. Просто во время карантина как раз я не работала, и в лето у меня выскочили и Хадижа, и Киса, и много кто такие вот, именно вот блогеры из Чечни, реально. И вот я их смотрела, а потом думала, может быть, мне тоже начать показать что-то, вот я тоже так же могу и показать, и рассказать, и что-то сделать, и в действительности просто рассказать даже о Ингушетии, потому что вроде бы ингушей, блогеров не было. И вот так вот решила. И я связалась с Хадижей, поговорила с ней, она меня так сильно поддержала, сказала, что у меня как раз было снято несколько роликов, что интересно, что стоит начинать, что канал вроде бы интересный, давай начинай. И вот первая реклама была у меня у Хадижи. И благодаря ей я стала блогером. Лейла Гусинбекова. Добрый вечер вам, Лейла. Приятно слушать и смотреть. С Новым годом. Всех родных, здоровья, счастья, всего самого хорошего. Привет с Казахстана. Так, Лейла Тезка, добрый вечер. Вас тоже с Новым годом. Спасибо вам большое. Алина Лаптева является спонсором. Я знаю, что она спонсор. Она сегодня даже всем предлагала стать спонсорами. Алина Лаптерова, Лейла, только на тебя я подписана, больше никаких блогеров не смотрю. Ну, спасибо, Алина. Так, Марьям Курскиева, салам вашей семье. Вам тоже салам, Марьям. Айша, Арсен, салам, Ашахил. Так, Мадина Индия, мне очень интересно посмотреть на троих, кто дизлайк поставил. Ничего страшного. Нурка, привет всем. Очень рада, что вы создали свой канал. Иначе мы все не познакомились бы с вами. Да. Алина Лаптева, женщина с претензией и Киса Чечня, мне они не нравятся. Ни за что не буду их смотреть. Но это твое, Алина. Не знаю, Хадижа мне очень помогла в действительности. Помогла и открыть, когда я открывала канал, и с рекламы у меня пришли от нее много подписчиков и благодарных подписчиков. И к ней можно в любой момент обратиться, она отвечает. Отвечает, помогает. Позитивный человек по-любому. Резван Гдиева, ассаламу алейкум, Лила, зашла к вам на огонек. Ва алейкум ассалам, спасибо, что зашли. Аиша, Мадина, на них смотреть не стоит. На них и смотреть не стоит.
дизлайке. Анна Едива. Добрый вечер, дорогая Лера. Большой салам маршал из Тюмени. Добрый вечер, Анна. Мария Курскиева. Какая же приятная женщина. Спасибо, Мария. Арсен Эрепетя. Лела, вы единственный блогер, которого я знаю, который успевает читать все комментарии. Барак Аллаху фик. Айша Хадижа, мой фаворит среди блогеров. Отлично. Так, Айша, верно говоришь. Да, Хадижа помогает, действительно помогает всем. Рекламу делает прекрасную, от нее приходят хорошие люди. В действительности от ее рекламы больше людей, чем от ее рекламы, ко мне не перешли. Вот именно вот ее подписчикам я понравилась больше всех. Так, их лестница Франция. Аиша, привет. Привет. Аиша и мой. Я очень люблю ее как человек. Так, Ириша, привет. Только привет всем. Арсен, я вот тоже это заметила. Многие не успевают читать комменты, и как-то неприятно потом. Вы знаете, я по себе знаю. Я захожу на некоторых прямые эфиры, даже чисто просто незнакомых мне блогеров, чтобы посмотреть, как они ведут каналы, что у них спрашивают, может быть, как-то поучиться или что-то. И иногда где-то, когда что-то хочу спросить или просто даже поздороваюсь с блогером и не читают мой комментарий, мне бывает очень неприятно. Поэтому я стараюсь не пропускать. Так, Анна Ендиева, Вафики Барак Аллах Арсен. Барак Аллах Арсен. Так. Лучше Света, Мадина, дизлайк ставят те, кто недоволен даже самим собой. Ну, все мной довольны же не будут, ничего страшного. Алина Лаптева, ко мне от Хадижи почти никто не пришел. Алина, от Хадижи это не зависит, если честно. Кто бы там нас не рекламировал, или мы кого-то не рекламировали, если подписчику не понравилось, ты меня извини, я просто напрямую это скажу, никто не придет. Это просто значит, ее подписчикам не понравился твой контент, вот так, скажем так. Например, у некоторых я брала даже рекламу намного дороже, ко мне тоже от них никто не пришел. Значит, я не понравилась их подписчикам. Получается так, понимаешь? Надо просто найти своего зрителя, и именно людей, которым мы нравимся. Мы же не можем всем нравиться. Значит, кому-то нравится, кому-то подходит, кому-то мы интересны, наш канал интересен, а кому-то вообще не интересно, и оттуда никто не приходит. Если честно, я давала очень много реклам. С некоторых реклам приходило даже меньше, чем 100 человек. С некоторых приходило побольше. Но вот именно от Хадижи ко мне пришло больше 700 человек. Это была первая реклама и первые мои подписчики. Так что вот так вот. Диля Таджибаева. Ассаламу алейкум, Лила. Я всегда, когда время есть, смотрю ваши влоги, особенно когда готовите ингушские блюда. Валейкум ассалам, Диля. Спасибо большое. Что она хочет? Посмотреть блюдо. Твой телефон хочет на зарядку поставить. Ну поставь тогда, почему она мелкая? Так, Мадина Виндиева. Все равно интересно, кто там втихаря смотрит. А им, видите, еще что-то не нравится и не отписываются просто. Хотелось бы им сказать, будьте счастливее. Да ничего, не обращайте вы на них внимания. Я уже не обращаю на них. Первые дизлайки, конечно, это было очень страшно. Я переживала, а сейчас я даже не смотрю на них. Потому что у меня благодарных подписчиков очень много. Мне пишут такие комментарии, что мне иногда даже плакать хочется от умиления, что вместительности. Вот, очень приятно. И большое вам спасибо. Я благодарна всем моим подписчикам, доброжелательным. Если честно, уже больше месяца у меня нет ни одного недоброжелательного комментария. Так. Арсен Арикутян. Аиша, ты нашиды случайно не поешь на канале? Аиша Абдул Басиш, да, по-моему? Татьяна Кулаева. Добрый вечер, Ила. Привет с Алтая. Добрый вечер, Татьяна.
Так, Дурка, привет всем. Адина правильно, и можешь пожелать только счастья. Резван Бедиль. Я тоже люблю смотреть Хадижу, она очень позитивный человек. А. Алина Лаптева, ну да, мой контент не очень был. Алина Лаптева, поэтому удалила. Да, ничего, Алина, надо просто, если ты будешь еще раз открывать, надо поработать над каналом, над тем, что ты делаешь. Если будешь открывать, то все, что мы знаем, мы тебе сделаем, поможем, не переживай. Я тоже, конечно, не очень-то продвинутый блогер. Ася Кузьмина, нельзя никого заставить насильно смотреть, Лейла правильно говорит, значит, не зацепила людей. Мне понравилось то, что Лейла очень честно и открыто показала, как живет свой быт, свою семью. Спасибо, Ася. Аиша Арсен, если вопрос был мне, мой ответ нет. Так, Дурка, привет всем. Арсен, меня Сейлаана зовут, полное имя. Так, Лена Бокова. Лейла, как у тебя с работой? Прошли собеседование? На одной работе я уже была, но, скорее всего, откажусь. Правда, я еще не сказала ни нет, ни да еще пока. Не знаю. Но, скорее всего, скажу нет, потому что, ну, не мое, мне кажется. Во-первых, не мое, во-вторых, целый день меня нет дома, это не получится. Просто меня очень сильно дочь просила посмотреть. Но мне не очень нравится, честно, не знаю. Если бы еще какая-то определенная зарплата была, можно было бы ходить вот так вот. Не мое. Но вот вторую работу я более склонна к ней, жду, пока там еще делается помещение. Посмотрим. Ася Кузьмина. И еще Лея очень уважительно и внимательно к нам. Спасибо. Анна Едиева. Алина, открывай, я подпишусь. Да, мы подпишемся и поможем с каналом. Нужно открывать, Алина, нужно. Ленка Бокова. Лейла, как прошла? Это я уже читала, по-моему, да? Или нет? Она второй раз пишет. Лучик Света, я подписана на канал Хадижа и Киса, смотрю с удовольствием. Молодцы, девчата, хорошие у них видео и интересные. Так, Аишка. Женщина с претензией. Добрый вечер. Добрый вечер, Хадижа. Как раз мы только о тебе и говорили. Арсен Айрапетян. Сейлаана. Очень красивое имя. Так точно можно дочку назвать. Да, красивая. Да язык сломаешь, пока это имя произнесешь. А? Язык сломаешь, пока это имя произнесешь. Но она мне представилась Саей, так что можно так. Так, Иркизница Франция. Женщина с претензией. Привет, дорогая. Арсен Арабитян, Хадижа, ассаламу алейкум. Женский блог, добрый вечер, Лейла. Ой, добрый вечер. Почему не выпускаешь ролики? Наида, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, женский блог. Это дочка. Сейчас, минуточку. Хадижа Стала, родная Таиша, Анна Яндиева. Женщина с претензией. Салам, дорогая, мои любимые Лейла и вы. Дурка, привет всем. Арсен, спасибо большое. Если хотите, обязательно зовите, мне было бы приятно. Жена Азера, всех приветствую, да? Уже закончился ваш стрим. Арсен Айрапетян, Сейлаана, это тувинское имя. По-моему, твои подписчики, мам, побоялись, что ты из эфира выйдешь. Что-то они. Юлия Россия, вспомнишь Хадижу? И вот она, здравствуйте, Хадижа. Женский блог. Пока руки не поднимаются снимать. Ну, я тебя понимаю, наверное. Так, Дурка, привет всем. Да, в Туве много Сейлаан. Надо привыкнуть к твоему имени. Ася Кузьмина. Хадижа тоже зашла нам, Лейла только рассказывала про то, кто ей рекламу давал. Аиша, ой, блогерцы потянулись, банда в сборе. Да, лучик света. Хадижа, привет. Диля Таджибаева. Лейла, я слышала, что у вас не принято видеться и общаться с зятями. Это так, да. У нас зять не видится с тещей, естественно. Такой обычай, просто у ингушей. Так, спасибо, Айрапетян. Ой, Айрапетян пишет спасибо. Ну, Сая, я буду звать Сая, мне легче. Сая, буду знать. У
вас женщина с претензией, получается, наша, как наша руководительница, ко всем заходит, всех проверяет, всех смотрит и всем советует кое-что, где, что и как. Не отпускает нас. Вот. Присматривает за нами всеми. Так, только не вытягивайте букву А в имени, это просто родители ошиблись, когда имя писали. Ага, понятно. Так, женский блок, как вы, Лила, все хорошо у вас? Спасибо, спасибо, нормально. Как у вас? Женщина с претензией, девочки, вам тоже всем привет. Так, Арсена Репетян, Сайлана, наверное, просто без двух А, как правильно, скорее всего. Так, на женский блок. Наида, твою же маму звали Зухра, по-моему. У меня действительно с памятью жутко. По-моему, Зухра, да, дочь Зухры же ты. Была красивая женщина лучше. Так, Резван Бедиев. Лопатулечка Эйша. Да, такая славная ваша внучка Лейла, машаллах. Алена Ибрагим, расскажите, пожалуйста, о брате вашего мужа. Что у него случилось в жизни? Дивера, который со мной живет? Так, Дудка, привет всем. Да, помню, самый первый увидел женщину с претензией, с нее все и началось благодаря ей, увидела потом вас. Да, Зухра. Я просто боялась, если вдруг назову не то имя, потому что действительно у меня с памятью плохо. Женский блог пишет, ничего, потихоньку держимся, да, Зухра. Юлия Россия, ходи же как ангел-хранитель для вас, блогеров. Да, не говорите, Юля, действительно. Иногда даже вот настолько часто мы, вернее, не знаю, как мы, но я обращалась к ней, что даже иногда бывало неудобно к ней обратиться. Но она всегда говорила, я говорю, мне неудобно, но в любое время, дня и ночи можешь написать, позвонить, и все, что знаю, я тебе скажу. Она, это слова Хадижи. Алена Ибрагим, да, Дивери, который с вами живет. Так, Дудка, привет всем. Арсен, как и сказала Лейла, просто Сайлана, не надо вытягивать букву А. Сайлана, красивое имя, да. Надо убрать тебе, когда будешь менять паспорт. Букву А. Так, друзья, если я промолчу о Дивере, ничего, мне не хочется говорить на эту тему. Сайлана, да, красивое имя. Женщина с претензией говорит, очень красивое имя Сайлана. Женщина с претензией, первый раз слышу, Арсен Репетян. А в паспорте записано Сайлаана. Спасибо всем большое, прям засмущали все. Вот видишь, тебе было скучно, мы тебя немножко вот расшевелили. Айна Кавказ, добрый вечер. Добрый вечер, Айна. Я только хотела закрыть эфир, а ко мне подтягивается. Женщина с претензией. Айда, девочки, пить чай, мага конфет привез вкусных. Хотите, мы бы с удовольствием. Сайлаана означает украшение из жемчуга. Да. С двумя А. Да. Значит, неправильно. Видишь, Сайлаана означает что? Давай громче. Украшение из жемчуга. Украшение из жемчуга. Так что у тебя не такое уж простое имя. Ты у нас украшение из жемчуга. Оно произносится еще как
Анна Айлас. Заира Магомедовна, добрый вечер, добрый вечер. Айна Кавказ. Сайлан переводится копыта оленя. Айна Кавказ, Сай – это олень. Иркизница Франция. Женщина с претензией, не сыпь соль на рану, хочу российских конфет. Айна Кавказ, лан – это копыта. Сайлана. Юрка, привет всем. Ого, Мадина, откуда вы знаете это значение? YouTube подсказал. Google подсказал. Google подсказал. Женский блог. Дай Аллах, увидимся, Хадижа. Женщина с претензией, меня российские на французский иркис. А я конфет не люблю, к сожалению. Вот если мармеладки будут, приду, Хадижа, на чай. Так они у тебя стоят, ты их не кушаешь. Ну, я Хадижных мармеладок хочу. Я люблю трюфеля. Трюфеля я вообще терпеть не могу. Я вообще людей не понимаю, которые трюфеля покушают. Аиша, Лейла, какое здесь сочетание? Это счастье. Только привет всем. Теперь понятно. Спасибо всем за приятное настроение. Так, чтобы поднять нам настроение, нужно прямой эфир делать. Так, Аишка, по-моему, Машу Медведь смотрит, да? Да. Мы лекарства выпили, без слез. Убери, пожалуйста, если услышит у нас. Что? Может, монетизацию убрать, музыку, если слышит. Так, никогда столько комплиментов не слышала в адрес моего имени. Вот видишь? Вот будешь еще блогером. Мы тебя как сына полка возьмем блогера еще. Будешь блогером, будешь снимать, будешь себя показывать. Ты же у нас красивая, я тебя видела. Так, тишина пошла, да? Все вопросы закончились. Хадижа, ты, по-моему, точно всех забрала чай пить? Аиша, Лейла, так, Лейла, как мама? Ну, последние 3 дня что-то у мамы аппетита совсем нет, а так вроде бы ничего. Не знаю. И говорит, что ее подташнивает. Значит, я несколько дней не мерила давление, думала, у нее нет, потому что она не жаловалась ни на что. Но вот вечером все-таки думаю, что не просто так подташнивает. Померила давление, у нее все-таки оно было. Хотя принимает 2-3 препарата даже от давления, что вечером, что утром регулярно. Дурка, привет всем. Ох, с блогерством еще рано, я ленюсь, тем более не знаю, как вести канал, и контента особого нет. Ничего, как вести канал, мы тебя научим. Юлия Россия, Сайлана, открывай свой канал, придем к тебе всем табором, да. Контент найдешь. Молодая девочка, как ты не можешь контент найти? Станешь блогером и не будешь так лениться. Мам, у тебя нос такой огромный из этих очков. В очках нос огромный. Очки увеличивают, значит, здорово. Но без очков, к сожалению, я не вижу. Так, Дурка, привет всем. Хорошо, маты свои национальные показывать буду. Ну, одних мат будет мало, конечно, надо будет еще кое-что показывать больше. Одними мантами сыть не будешь. Между прочим, я как так и не попробовала сайт делать эти манты. Надо будет как-то попробовать.
Так, Чечена и Ингушетия. Кто ставит лайки, тот редиска. Кто ставит или кто не ставит? И дизлайки. Ну да, ну ничего. Здесь еще один подхалит появился. Втихаря еще один поставил. Ну, их уже 4. Да, и поэтому говорю. Так, на кухне с Маликой. Всем доброго времени суток. Спасибо тебе тоже. Так, Малика, ты, по-моему, долго не снимала, да? Извини, если я неправильно сейчас скажу. Это не у тебя, наверное, умерла? По-моему, у тебя, да? Так. Ивана, подпишись на канал какой-то, он просит. Так, это не буду читать, наверное. Это переписка Арсена и Асаи. Так, Айша, Лела 3 раза пересмотрела видео, где мама рассказывает про высылку. До чего же трогательное видео. Каждый раз слезы наворачиваются от ее рассказа. Она до сих пор несет в себе эту боль. Да, между прочим, вы знаете, мама еще много чего рассказывала раньше, она многое забыла. Я вот вспомнила, Мадина, помнишь, она рассказывала, как не могла расчесывать свои волосы. Я поэтому и говорю, она. И отрезала косы. Мама этого не вспомнила тогда. Вот она еще тогда рассказывала, что когда она вот... Она раньше рассказывала, что она 2 года находилась в интернате, пока мама ее не нашла, а там она не так. И у нее были длинные волосы, уже когда с мамой они даже вместе жили. И от голода, говорит, настолько мы, говорит, голодали, что я не могла расчесать свои волосы и, говорит, состригла их. Это никогда, когда она с мамой жила, а только вот приехала в Казахстан. Когда отдельно была, да? Ну вот я помню, что она рассказала, что состригла свои косы из-за того, что не могла даже руку поднять от голода. И что они ходили на мусорку, собирали там кости от селедок, шкурки от кожуру от картошки и ели их. Просто она уже, ну она на камеру еще как-то смущалась, не знаю, не все вспоминает, но уже старенькая же все-таки. А раньше она очень интересно это рассказывала, и всем моим детям... Она там еще не рассказала о том, что у нее мама через какое-то время заболела, она легла в постель, и ей пришлось работать. Помнишь, она рассказывала? Она много чего, да, упустила. Она рассказывала, что присматривала за 2 детьми, Да. суп ела, а хлебушек прятала. А хлеб маме, да. И она раньше рассказывала, что вот когда она смотрела за 2 девочками, Мама тогда заболела. ну, богатых этих, ну, не богатых, а... Просто у них двойняшки были, и мать не успевала дать. Да, и она вот, ей давали обед там поесть, суп с Она на хлебом. этот обед и работала. Суп она ела, а хлеб забирала своей маме и под мышкой его таскала. Вот так вот она рассказывала, но когда вот на камеру она этого не вспомнила. Много чего было, хотя и я уже забыла это все, и потом только Мадина мне говорит: мама, почему ты вот не дала ей вспомнить это, я говорю, да я сама уже забыла об этом. Просто действительно у меня память с провалами большая, но потом понемножку я тоже сама вспоминала, что раньше мама все-таки рассказывала по-другому. Так. Дурка, привет всем. Да, ничего, с такими подписчиками никакие дизлайки не страшны. Не говори, я такие дизлайки даже не замечаю, потому что и лайков, и комментариев у меня очень много. И сейчас скажу, пока прочитаю. Айша Лейл, так. Ах, так, это они друг другу пишут. Так, Дурка, привет. Все, ваша мама прекрасно, такие рассказы очень за душу берут, такое не каждый пережить может. Так, это я прочитала. Слезы сразу на глаза навернулись от ее слов. Дурка, привет всем. Больше рассказов таких послушать не могу. Понимаю, какие мы избалованы по сравнению с теми людьми, что пережили. Даже стыдно становиться. Заира Магомедова. Очень интересно, с чем связан ваш канал, правильнее о чем? О моей жизни просто.
о жизни Ингушетии. Арсен Алепетян, Сайлана, если так не найдете в эфирах у Алины Тысаевой, Титюли 74 и Белки, на море она есть. Ее зовут Раиса. Как раз в чате увидите ее манеру общения на вашу похоже. Заира Галбацева. А? Заира Галбацева. Не знаю, я ее удалила. На это второй раз уже пишет. Ну, вот ее удалю еще второй раз. Раз не умеет себя вести. По-моему, появился первый дизлайк. На него хотели Нашли первого, да? Не умеет себя вести в эфире, пойдет она дальше. Так. Так что в действительности в депортации, конечно, они себя чувствовали очень плохо. Женский блок. Лейла, это с вами старшая дочь или младшая? Сегодня младшая. Турка бюллетень и тишина. Сегодня мама Айши у нас. Аишка и ее мама в гостях. Старшую мы отправили на курсы кондитеров, так что ее 10 дней с нами не будет точно. Так, женский блок, такой голос приятный. Наида, ты еще у отца или уехала к своим? Так, Айна Кавказ. Моей маме было 7 лет, когда их выслали. Она тоже рассказывала тяжелые истории. Ну да, и моей маме тоже получается. 8 же маме было, да, получается? 9. Дурка, привет всем. Старшая такая шикарная на фотках. А младшая милая очень. Админ, ты почему меня не контролируешь? Вернее, не меня, а коммент. Из-за того, что выскочил прыщ, как его, больничный не выдают. Ноги, руки целые. Да. Так, вас плохо слышно. Лисан, да, по-моему? Что, меня плохо слышно? Женский блог. Я после 52 дней приехала домой, но к папе езжу часто. 4 дня дома, 3 дня у папы. Ну, молодец, Наида, что папу одного не оставляешь. Я поняла, что про моих детей. Что ты хочешь? Перегрелся уже. Так, Зера Крым. Здравствуйте, Лела. Я крымская татарка. Наш народ тоже пережил все ужасы депортации. И, слушая вашу маму, вспомнила рассказы своих бабушек, хотя они не любили это вспоминать. Арсен Алексеевич, тебя отлично слышно. В принципе, да, и мама тоже не очень-то любит вспоминать. Обычно раньше, вот когда еще дети были помладше, мы по вечерам... Ну и приятно было, когда спрашивали, мы собирались вечером все вместе, и моим детям было очень приятно ее слышать, вопросы задавали, особенно второй сын вообще вот прям вот все время ее спрашивал о чем-то. И было интересно слушать. Зря, конечно, мне, что мы раньше не записали этого, не додумались раньше записать, как она рассказывала, потому что сейчас она это не очень-то помнит. Помнит, но не очень хорошо, но и расстраивается, конечно, не хочет сейчас ее расстраивать. Очень плохо слышно, уже второй раз пишут. Мама. Телефон перегрелся. Сейчас. Так, лучик света хорошо слышно, звук хороший. Друзья, админ мой говорит, что у меня уже телефон перегрелся. На сегодня, наверное, я завершу свой прямой эфир. Раз вам нравится, раз вы хотите, может быть, почаще буду выходить в эфир. Но для этого... Маша, не удивляйся, я с твоего телефона пишу. Ну что? Я с твоего телефона пишу, не удивляйся. С моего ты пишешь? Да.
Так, хорошо слышно. Так, как ты так, Улейла? Так, это пишет Мадина с моего телефона. Я как-то доклад в школу писала от ее слов, так все плакали. А ты же ее еще в школу забирала? Так я в школу и читала, там все плакали, включая директора. Так, жена Азра, спасибо, Хадиже. Познакомила нас тут в Ютубе, успехов в продвижении всем. У кого не получается, не видите Хадижу в этом, видите пример с нее, Лейлы. Так. Аиша, Наида, у меня смешанное чувство от твоего ника, радость и печаль, такое ощущение, что Жухра пишет, да смилуется над ней Аллах. Вы знаете, я не знала эту женщину, несколько роликов ее посмотрела, когда она еще была жива, а потом я ее попросила сделать мне рекламу, она мне обещала, а после этого заболела. И мне тоже как-то, вот, когда вот я вижу ее ник, бывает как, ну, если честно, не то, что это, мне бывает приятно, потому что она была очень приятная женщина, мне нравились ее ролики, я потом пересмотрела почти все ее ролики Зухры, пусть она будет в раю, пусть Аллах так сделает, чтобы она была в раю. Я, если честно, иногда, когда в ленту выходят старые ролики, я думаю, все-таки на это решилась и новое что-то выпустила. Хотелось бы, конечно, чтобы раз Зухра хотела, чтобы ты продолжала, Наида, постарайся выпускать ролики. Так, жена Азра Ани, женскими богами. И да, жена Азра, я, к сожалению, не знаю вашего имени, может, напишите, чтобы я обращалась по имени. Ни от Хадижи, ни от кого, от блогера, который делает, ну, конечно, от блогера, который делает рекламу, но все-таки рекламу нужно делать профессионально, мне кажется, если тем более какой-то более продвинутый блогер. Но насчет этого к Хадиже никаких претензий. Она рекламирует от души, рекламирует очень хорошо, но уже приход или не приход от нее не зависит. Но есть некоторые, которые спустя рукава рекламу делают, лишь бы сделать ее. Это тоже бывает обидно очень. Но к Хадиже у меня никаких претензий нет. Насчет того, как она делает рекламу. Не то, что мне, даже как она рекламирует всех остальных, кого бы я не видела, что как она рекламирует. И все ее подписчики тоже в основном доброжелательные люди. Так, меня тут админ робит. Поэтому и некоторым девочкам я вот до сих пор, если честно, несколько только девочкам делала рекламу платную. Многие, почти все мои рекламы бесплатные, но сейчас я начала немножечко брать деньги, не буду лукавить. И мне вот написала одна, что вот именно хочет у меня прорекламироваться, потому что у меня подписчики, которые так хорошо отзываются, такие адекватные, хорошо пишут, и поэтому хочет именно прорекламироваться у меня. И поэтому я кто у нас сейчас в эфире, хочу всех вас поблагодарить, да и то, что потом меня услышат всех моих подписчиков. Большое вам спасибо за ваши комментарии, за то, что вы так обо мне отзываетесь, что вы меня так цените. Я даже и не думала, мне очень приятно. Я вас всех благодарю. Большое вам спасибо. Вы делаете действительно, вам, наверное, и не кажется, но вы делаете такое приятное человеку, что я надеюсь, вам воздастся за это. Большое вам спасибо. И всех, у кого сегодня праздник, и у кого завтра праздник, я вас поздравляю с вашим праздником. Желаю всем мира, здоровья, любви и счастья. И Аишка тоже, да, желает, когда пожелает всем. Давай. Пока, Алхатер, пока. Я, пока. Давай закроем пока, давай. Ну скажи. Аишка, пока. Я, пока, давай. Я, пока. Все, дорогие мои, на этом я закончу. Админ меня, похоже со своими волосами. админ меня все торопит. Так, Наталья, сейчас закончу. Наталья Андреяна, добрый вечер, большой привет вам с Ростова-на-Дону, нам очень нравится вас смотреть. Большое спасибо, Наталья. Так, Юля, спокойной ночи. Все, друзья, ну на этом спокойной ночи. Если что, пишите, чтобы я
какой у нас будет прямой эфир следующий, о чем, чтобы немножко подготовиться, и я знала, о чем мы будем говорить. Дурка, привет всем, спокойно. Ну так, надо тебе ник поменять все-таки, Сая. Пиши Сая. Или полное свое имя. Спасибо всем, кто был в чате. Лемка, Бог у вас спокойной ночи, хороших сновидений всех. Вам тоже спокойной ночи, правильных снов вам всем. Аишка, пока, Оля, тетя, да, тетя, пока. Да, тетя, пока. Дядь, пока, дядь. Да, пистик. Тихо. Все, закрывайте.